Евразийский экономический союз является важнейшим региональным интеграционным объединением для Кыргызской республики с нарастающим потенциалом сближения государств-членов и обеспечения устойчивого развития. За время функционирования Союза произошли важные положительные экономические изменения, и совместными усилиями преодолевается препятствие на внутреннем рынке Евразес. Фаза становления Союза пройдена, но надо признать, что реальные темпы евразийской экономической интеграции могли бы быть выше. В этой связи считаю важным обращать внимание не только на перспективные направления развития интеграции, но и одновременно работать над укреплением и наращиванием уже достигнутых успехов Союза. И в этом направлении у нас накопилось достаточно вопросов. Это свобода перемещения товаров и проблемы по устранению препятствий. В связи с этим, в целях реализации поставленной нашей стратегии задачи по устранению препятствий необходимо выработать действенный механизм автоматической отмены барьера при его выявлении и невозможности его повторного применения. Особое внимание должно быть сфокусировано на качестве выполнения и сроках реализации договоренностей, исполнения права Союза, а также соблюдении сроков реализации запланированных мероприятий. В особенности это касается реализации наших стратегических направлений развития экономической интеграции до 2025 года. Сегодня перед нами стоит задача не только вернуться к допандемийным темпам роста, но и обеспечить дальнейшее интенсивное развитие. Последовательные интеграционные шаги будут требовать от нас больших усилий, решительности, политической воли, в особенности в нынешних реалиях. Могу с уверенностью сказать, что Кыргызская республика, придавая исключительно важное значение всестороннему сотрудничеству между нашими государствами, продолжит вносить свой вклад в дальнейшее развитие интеграционных процессов на пространстве Союза. Уважаемые коллеги, скорость глобальных процессов, рост природных катаклизмов и потрясений, динамика изменения мировой экономики показывает, что в среднесрочной перспективе мы столкнемся с новыми реалиями изменения экономики, климата и общественного устройства. Происходящие в последние годы процессы доказывают, что экономика – это уже не классическое понимание хозяйственных и производственных отношений, это новые отношения человека к окружающей среде и обществу. Встраивание в нашу экономическую интеграцию новых направлений и взаимоотношений в рамках Союза укрепит наши позиции на международной арене в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Очевидно, что глобальные изменения на пути к низкоуглеродному производству будут существенно влиять на конкурентоспособность наших экономик. И в данном ключе внешнеторговая, промышленная, налоговые политики наших стран должны быть своевременно адаптированы к предстоящим трансформациям. Необходима выработка консолидированной позиции Союза в вопросах стремления к достижению низкоуглеродного развития наших экономик. Со своей стороны выражаем готовность предоставить площадку для обсуждения климатической повестки как в рамках Союза, так и во взаимодействии с другими региональными и универсальными международными организациями. Уважаемые участники встречи, важным на сегодняшний день вопросом дальнейшей интеграции остается формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Несомненно, данные вопросы напрямую влияют на обеспечение энергетической безопасности наших стран. И одной из ключевых целей формирования общего рынка газа Союза является обеспечение потребностей газа государств-членов. В связи с этим мы должны обеспечить своевременное начало функционирования общего рынка газа, и Кыргызская республика выступает за принятие согласованного всеми странами проекта международного договора по газу
в реальные сроки. Уважаемые коллеги, договором предусмотрено укрепление экономик государств-членов и обеспечение их гармоничного развития и сближения. В этой связи нам необходимо проработать реальные инструменты, направленные на создание сбалансированных условий развития. Как вам известно, экономический кризис, связанный с распространением пандемии коронавируса и принятие ограничительных мер, оказали сильное влияние на экономику всего Союза. Последствиями этого явились рост уровня бедности из-за падения доходов, безработица, а также, к большому сожалению, наблюдается еще более значительный разрыв между экономиками государств-членов Союза. Для решения данной проблемы нам необходима системная и содержательная проработка механизмов и целевых программ по развитию догоняющих экономик государств-членов, направленных на сближение доходов населения и выравнивание наших экономик. Кроме того, необходимо внедрять действенные механизмы создания устойчивых кооперационных проектов и локализации производства в целях решения вопросов импортозамещения, исходя из специфики экономик государств-членов. Считаю весьма важным усилить работу в данном направлении. Уважаемые коллеги, в последнее время мы постоянно сталкиваемся то с избытком, то с дефицитом продовольствия в наших странах. К сожалению, мы не имеем действенных механизмов и рычагов влияния на эти явления. Сегодня каждая страна Союза устанавливает свои механизмы обеспечения продовольственной безопасности, что ведет к самостоятельному решению потенциальных угроз. Вместе с тем не учитываются возможности и потенциал Евразес. В этой связи предлагаю сконцентрировать внимание на решении задачи сбалансированного и предсказуемого поведения участников рынка для исключения манипуляций и скачков цен на чувствительные и базовые продовольственные товары. В перспективе нужно принимать совместные практические меры гармонизации нормативной базы по вопросам защиты внутреннего рынка и импортозамещения для предотвращения возможного возникновения дефицита продовольственных товаров и обеспечения взаимодополняемости. Это будет серьезным шагом к созданию условий для формирования согласованной, а в перспективе к единой агропромышленной политике. Уважаемые друзья, достраивание Евразийского экономического союза – это живой, сложный процесс, включающий различные сценарии и темпы движения в соответствии с национальными интересами государств-членов. С момента создания наш союз функционирует на фоне перемен в глобальной экономике и системе принятия глобальных решений, а также оказываемых мер экономического давления третьими странами на государства-члены Союза. Масштаб экономических эффектов для государств Союза напрямую зависит от степени и глубины интеграционных процессов, тогда как недостаточная интеграция может создавать риски и спорные ситуации. Наш союз должен двигаться в направлении укрепления и углубления нашей интеграции. Важно продолжать прилагать все усилия для сохранения стабильности и укрепления экономик наших стран.